Ефим Звеняцкий – художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени Максима Горького, театральный режиссер, народный артист Российской Федерации, почетный гражданин Владивостока. В 1969 году Звеняцкий закончил театральный факультет Дальневосточного государственного института искусств по специальности актер драматического театра и кино. А в 1979 году, через 10 лет, окончил ГИТИС по специальности режиссер-постановщик. Свою режиссерскую карьеру Ефим Звеняцкий начал в драматическом театре Комсомольска-на-Амуре и с 1984 года стал главным режиссером Приморского краевого академического театра имени Максима Горького. Ефим Звеняцкий – доцент Дальневосточной государственной академии искусств, председатель Приморского фонда культуры и член Союза театральных деятелей России. Для режиссера характерно обилие массовых сцен, декораций, выдержанных в абстракционистском стиле. Звеняцкий первым во Владивостоке ввел в репертуар академического театра мюзиклы, такие как «Бендюжник и король», «Оливер Твист», «Тетка Чарли» и другие. На протяжении ряда лет являлся депутатом Законодательного собрания Приморского края и генеральным директором Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Почетный гражданин города Владивостока с 2000 года. Здравствуйте, это программа «Якутия Лайв. Человек». Меня зовут Ирина Ефимова, и сегодня у меня в гостях, и у нас в Якутске в гостях, художественный руководитель Краевого Приморского драматического академического театра, правильно сказала? Так точно. Ефим Звеняцкий. Здрасте. Да. Привет, очень приятно. Все-таки Ефим Самуилович или Ефим Семенович? А как хотите. Я себя называю Ефим Семенович. И труппа меня так называет. В паспорте у меня написано Самуилович. Но я решил, чтобы что-то было не так, как у всех, поэтому, памятуя Эфроса Анатолия Исаевича, который стал Анатолием Васильевичем, я вот следую своему великому мастеру во всем. Владивосток вообще насколько театральный город? Я думаю, что настолько же, как и Якутск. Здесь мы будем отмечать 90 лет. У нас очень театральный зритель. И пример тому гастроли вашего театра в прошлом году. Ребят, забитые залы, аншлаги. А театр национальный, но якутский, но русский. И все равно у нас существует такое предвзятое чуть-чуть мнение. Вот Москва, Петербург, это вот искусство великое. Но оно великое, но не настолько. Мы получше. Нет, но есть еще же и другое мнение о том, что вообще русский театр в принципе зародился в провинции, да, изначально. И что как раз в провинции он живет и питается. Я хочу этому следовать всю свою долгую жизнь, чего я делал и раньше. Только так. Потому что я беру в театр, я вот вам уже говорил при встрече личной, что 45 лет я беру в театр только выпускников Института искусств Владивостока. Это моя позиция. Ну, вряд ли там у вас толпа резюме выпускников ГИТИСа, «Щуки», «Щепки», нет? Нет, у нас нет толпы. Вы знаете, я, наверное, буду не очень... Ну, то есть, если придет выпускник, допустим, ГИТИСа, проситься к вам на работу, вы же сами ГИТИС закончили. Нет, я закончил как раз Институт искусств, а высшие режиссерские курсы я закончил в Москве. Вот у Эфроса, потом лаборатория Товстоногова. Если придет человек из... Конечно же, я его не возьму. Почему? Потому что есть свои условия, свой сговор, который есть в театре. Мои педагоги, народные артисты, заслуженные артисты, они преподаватели все в вузе в этом. И тогда я говорю им, Володя, Саша, дайте мне вот мальчика или девочку, есть хорошие? Они говорят, да, Ефим Семенович, вот. И я беру одну или двух, или девочки, или мужчины, актрисы в театр каждый год. Вот все. И так мы заполняем в течение уже стольких лет
театр. То есть у вас не было такого, чтобы вот резко поменялась труппа, ушла возрастная, пришли молодые? Все это вот постепенно как бы, да, идет каждый. И есть одна вещь, которую я тоже вам открою секрет. Я не увольняю из театра людей, которые в возрасте. Даже которые уже не могут выйти на сцену в силу возраста или здоровья. Я сохраняю их, потому что то скромное финансирование пенсионное, которое выделяет артистам театра государство наше, мне кажется недостаточным. Я думаю, что пусть они получают эти свои совсем небольшие деньги, а это 25-30 тысяч рублей, как воспомоществление к пенсии, которые... Так что мы не увольняем артистов. Нет. Если кто-то вдруг уйдет из театра, так бывало, может быть, за все эти годы ушло, может быть, 5 артистов. Они поехали в Москву, они хотят там чего-то такое. Но нет, принцип другой. Знаете, чтобы я не выглядел в ваших глазах каким-то тут, значит, заговорщиком, первый человек в театре – это артист. И надо их чтить, и надо их беречь. А расставаться с людьми – это самое простое. Знаете, давай, все, уходи, да. Нет, это пренебрежение. Я этому не следую. А средний возраст труппы какой? Так, навскидку. А какие у вас вопросы такие? Ну, интересно А стало. вы все знаете, потому что про театр. Средний возраст труппы, я думаю, 37 лет. У нас самые старшие актрисы 75 есть лет, одна актриса. И самые молодые, которые пришли, 21 год. Ну вот я сейчас сидел и посчитал, что в среднем у нас молодой театр. 52 человека труппа. Ну и поскольку вы берете выпускников своего же института, проблем с кадрами, получается, нету, да? То есть вы уже, когда берете, вы уже знаете. Да вы знаете, нет у нас проблем с кадрами. У нас есть проблема, что мы не можем взять больше, чем нам бы хотелось. Вот я, предположим, если это интересно, заканчивал там в 1978 году институт, то есть закончил, поехал специально учиться, и у меня был курс студентов, 16 человек, с Александром Ивановичем Запорожцем. И мы вот взяли этот курс, я поехал, выучился специально на режиссера театра, поехал на высшие режиссерские курсы, отучился их, как знаково. Представляете? Знаково. Понятно почему. Булгаков сегодня будет в театре. И я пошел выучился и забрал в город Комсомольск-на-Амуре все 16 человек. И мы 4 года проживали в этом холодном, неуютном, с 79 по 84 год. Но мы создали свой театр, это было время, о котором я могу поклониться. И потом 11 человек из этого театра, я получил приглашение во Владивосток, я забрал тоже с собой. И это те же запорожцы, тот же Тимошенко, и Славский, и Сергей Яков. То есть артисты первые, которых вы сегодня увидите на сцене. И они до сих пор с вами, получается? Да. Расскажите немного вот о спектаклях, которые вы привезли. Почему именно эти спектакли? Какая у них история? Ну, вы знаете, мы первый раз в Якутии. И, конечно, хочется показать не только одежду, но и свое там, что под одеждой, сердечную какую-то историю. Поэтому я подумал и привез, на мой взгляд, лучшие спектакли «Долгожители». Поминальная молитва – это 22 года, Иванов – это 27 лет, с учетом того, что это репертуарный театр. Вот. «Крейсера» – это не так давно, 7 лет, спектакль, который мы закрываем гастроли, у него своя история, у каждого спектакля своя история. Но я так бегло, чтобы не задержать ваше внимание. И вот мы привезли 12 стульев, это комедия. Я подумал, что почему мы в Якутии не посмеялись, а вдруг они захотят посмеяться. Ну вот, мы это сделали, и девочка прекрасная есть в театре. Ее зовут Наташа Овчинникова, который голос, украшение, я думаю, что целой России.
как драматическая актриса. Она поет Эдит Пиаф живьем, живой голос. А сейчас я вот выпустил 4 дня назад в джазе «Только девушки». Вы знаете этот фильм, видели, и она там играет вот «Шугар». То, что пела Мерлин Монро. 4 аншлага мы сыграли. Я об этом говорю вот так, чуть-чуть наклонив голову, чтобы не было какой-то высокопарности. 4000 человек, каждый день забитые залы. Удивительно, почему. Ну, говоря про аншлаг, да, стоит упомянуть, что у вас зал на почти на 1000 зрителей, да? Нет, 900. И я не понимаю, думаю, что причиной то, что происходит вокруг, и настроение людей, и желание фильм, который многие видели, для того, чтобы вдруг, как говорил секретарь крайкома партии один у меня, есть с чем просравнивать. Вот поэтому мы выиграли спектакль, при том, что цены на билеты у нас, это вот мне здесь подсказывали, чуть-чуть больше, чем у вас. Ну, сколько стоит билет на премьеру в «Партер»? Да, а у нас только «Партер». Самый дорогой билет – 4000 рублей. Самый дешевый билет – 1000 рублей. Средняя цена билетов получается 3000 рублей. Это достаточно серьезные деньги для людей Приморья. А спектакли, которые идут другого порядка, по несколько лет, это 1000 рублей начало и 3000 рублей. Вот такой разбег. Получается средняя цена 2000 рублей. Ну вот любой художественный руководитель, он должен быть вот поневоле еще и администратором, еще и думать о деньгах, да, вот вы сейчас, насколько вообще удается совмещать вот, скажем так, искусство и вот то, что театр должен окупаться и так далее? Вы знаете, неимоверно трудно. В первую очередь это связано с тем, что ты чуть-чуть становишься старше возрастом. А на тебе по-прежнему гвозди, доски, туалеты, помимо еще театральной площадки, на которой ты строишь тот или иной спектакль. Я думаю, что мне помогает приезжие режиссура. Я вожу 2-3 режиссера в год. Это Москва, Петербург, Краснодар, которые воспомоществляют мне. Это актеры театра «Народные мои», которые в сказках мне активно помогают и выпускают спектакли. И я думаю, что надо отметить все-таки руководство. Губернатор края активно и внятно относится к театру, в котором мы работаем. И в данном случае помогает бюджет материально, да? Но я могу похвастаться, поскольку я здесь достаточно долгое время, и у меня было тоже уже много губернаторов, и как-то мы везде договаривались. Вы знаете, наверное, вот театр все равно это сегодня не дань. Вот я даю губернатор или... Нет, мне кажется, что сегодня каждый губернатор или председатель правительства и руководитель должен гордиться тем, что у него вот есть театр, которым воспомоществляет вообще Приморскому краю. Вот это главная такая причина. Но вот наверняка ведь трудно было там, в тех же 90-х годах, когда требовали от театров самоокупаемости. Или не было у вас такого? Да у нас было как у всех. Был крах такой, что, знаете, значит, что я хочу сказать. В 80-е годы я придумал гастроли по морям, океанам. Китай, Япония, Корея. Будет улыбаться все прислушающие. Мы на бартер работали. Я договаривался с руководителями наших предприятий, грандиозными, Дальморепродукт, и они крабы поставляли в Японию, а японцы вот за это были созданы первые тогда совместные предприятия. А японцы вот, поскольку эти люди любили театр, мои руководители, они брали нас на гастроли. Так вот мы на бартер жили лет 5.
Тогда привезли первые машины, первые такое. Интерес был преувеличенный не к театру, я думаю, а к крабам, которые мы давали. Театры работали, а потом наступили 90-е годы. Я очень признателен за такие глубокие с вашей стороны вопросы, а не «как вам, му-ау». Я хочу вам сказать, 90-е годы я придумал, потому что совсем было жить не на что, я придумал, что в паркетный зал, у нас есть такая на 150 человек, я придумал шоу Ефима Звеняцкого. Все артисты театра работали танцевально-концертные, вокальные, но номера сделанные в стиле драматического театра, драматического искусства. И каждый возможный день я приглашал звезду, тогда заполоняли наши артисты эстрады московские, которые не были звездами, но их называли звезды, и я их приглашал, чтобы они... Зритель тогда был да. Я не называю фамилии, чтобы не... И 50 минут работала вот эта самоназванная звезда, а потом 2,5 часа я работал с артистами театра. Все длилось с 9 вечера до 2 ночи. Столики были, кафе, и такая вот это была история, я не думаю, что это новость, но вот в городе впервые возникла. Ходили разные люди, и босяки, и элита, там, потому что было престижно пойти на эту программу, чтобы увидеть ту или иную звезду, которую ты мог увидеть только на концерте. Все звезды России тех лет были у меня на программе. И мы, зарабатывая на этой истории, это легко рассказывать сейчас мне, знаете, спустя время. Мы выпускали Чехова, Иванова, потому что денег не было, а на деньги, которые мы собирали, шоу Ефима Звеняцкого, с этого проката, это были бюджетные все деньги, мы ставили спектакли. Вот так я чуть-чуть обманывал 90-е годы. Потом приходили разные люди, такие хулиганы, там, тогда, тут мы сейчас казино построим, тут мы сейчас... Я им говорил, как-то меня знали в городе, я говорю, ребят, перестаньте, что такое. И тогда они там, нет, мы Звеняцкого трогать не будем. Так я прошел эти 90-е несчастные годы, но счастливые, потому что открыл для себя новую веху, это петь. И потом пошли мюзиклы. Сразу же после «Бендюжник и король», и еще 4-5 мюзиклов, которые появились на сцене Большого театра. А шоу это я закрыл. Моветон. Но ваш театр носит звание академический, да, и какие обязательства это накладывает на вас, как на худрука, на театр, вообще на труппу в целом? Я думаю, что номер один у нас теплый дом. Вот наш театр, как-то получилось, может быть, это и у всех, и у вас, и дай Боже, но все соединились вот этим желанием пребывать все-таки в доме, который является из себя дом. Я не сказал слово «храм». У меня очень чистоплотные артисты. Они очень красивые и внутри, и внешне. Ой, неужели никаких интриг прям... Вот мне не повезло. Только, может, с вами, если будет интрига, первая здесь на телевидении. Нет, у меня нет интриг в театре. Мы договорились. Это вы придумали специально, да, для передачи? Я хочу сказать, нет. Браво. У меня не было интриг, потому что мы договорились следующим образом. Ребята, почему я беру Институт искусства? Я говорю, значит, футбол играют все, голы забивают единицы. Давайте договоримся. Есть артисты первые, есть вторые, есть артисты массовых сцен. Хотите, вы со мной. Не хотите, подождите, когда меня или уйдут, или вынесут. И тогда вот вы начнете играть. Поэтому вот на таких условиях, достаточно жестких, мы договорились пребывать в театре. Это очень жесткие условия. Но их приняли, и поэтому вы увидите на спектаклях, они внутри себя могут там кто-то конфликтовать из-за роли или там из-за мужчины.
Там, нет, мне повезло. Попробуйте поверить. А насколько вы приветствуете в своем театре там эксперименты какие-то? Вы задаете очень серьезный вопрос. Я второй раз про это говорю. Я не занимаюсь опытами. Я служу театру, который создавали мои учителя, время, Эфрос, Товстоногов, Ефремов и тысячи других людей. Я не очень принимаю театр, который сегодня проповедует вот свободу, которая не является свободой, или отношения мужчины и женщины, или мужчина-мужчина. Я это не принимаю и не хочу этим заниматься. Я поставил опыт для себя. Вот только в этом году, спустя 40 лет, я поставил «Земляничную поляну». Господи Боже, я на вас смотрю и влюбляюсь все больше и больше. Я поставил «Сцены супружеской жизни» Ингмар Бергман. Вы могли видеть этот фильм грандиозный, великого. И я поставил, и мой опыт заключался только в одном. Я вытащил в зал и забрал 10 рядов зрительного зала и закрыл подиумом. И играют артисты теперь вот перед вами. Вы вот сидите, а я вот здесь. Вот это единственный опыт, который я провел в театре. Но я подумал, что Бергмана нужно не только смотреть, а больше слушать. И у меня это вот такой вот опыт. Ну, то есть вы классический служитель классического театра? Русского психологического драматического театра, который на сегодняшний день, на мой взгляд, самый авангардный. Потому что не мой театр, а вот русский психологический, потому что вот так вот уже все объелись красотами, значит, нового современного театра. Я не буду перечислять авторов и режиссеров, они грандиозные, великие, но нельзя изменять театру, в который ты пришел, и дальше. Щепкин банальный человек был. Театр – это храм, а сцена в нем алтарь, священнодействуй или убирайся вон. Может быть, это неправильно, и мне подсказывает только мой определенный вот возраст и отношения, но так будет всегда в русском академическом театре имени Максима Горького. Но иногда же вы же ставили спектакль по роману министра. По роману? Министра культуры Мединского. Да, я ставил это умышленно. Вы знаете, я это делал... Это прям был интересный роман или это вот... или я в вашем вопросе слышу сейчас такой юмор теплый. Нет. Я ставил спектакли ведь и Пикуля Крейсера. Этот спектакль открыл мне дорогу к тому, что я не ведал, и зрители Владивостока не ведали. Они не ведали, говорю это ответственно, не о том, что это 1904 год, не о том, что это разрушили Япония весь флот Тихого океана в эти годы. Это были гибельные дни. Но, тем не менее, люди сохранили себя и выстояли. А Мединского стена, во-первых, он был министром культуры. Во-вторых, я не конъюнктурщик. В-третьих, мне предложил министр дальневосточного развития, который много сделал, Галушка Александр Сергеевич. Я думаю, он был и вас здесь тоже главным человеком Он предложил поставить этот спектакль на предмет того, чтобы сделать цикл спектаклей на историческую тему в городе Москве. Показать вот спектакли Камчатка там сделала, Амурская область, Благовещенск, Хабаровск Невельского поставил, мы Пикуля. И хотели сделать такой фестиваль познания, исторического исследования. Но ничего, кроме... Спектакль у меня получился. Он был хороший, там его смотрел Мединский. Но нельзя вот так коленопреклоненно прогибаться под той или иной фамилией. Это не годится.
Но спектакль был, он имел успех, он имел... В театре на сцене бегало человек 100, 3 курса студентов и этих вот. И мне было исторически интересно. Я придумал другой ход, который вдруг... Он был принят автором. А автором принимается сложно, потому что автор ревнует к слову, к своему тексту. Но, тем не менее, вот все относились там, Мединский, Фима поставил Мединского, ну, ясно, конъюнктура. И я отношусь к этому. Считаете так? Считайте. Этот путь я прошел в своей жизни. Мы ведь не ставили датские спектакли. Никогда. Город Владивосток позволял делать тот репертуар, который ты считаешь возможным. В советское время, конечно, ты должен был поставить 4 там, классику, русскую пьесу, потом русскую, и тогда тебе разрешали, может быть, тебе позволят одно иностранного автора. Вот. Конечно, ты должен был что-то такое сделать больше, чем ты мог. Рыба должна была быть больше, которую ты приносил туда, значит. Крабы. Крабы, да. Ну, а потом пришло время, когда вот город Владивосток был разумнее, и они не позволяли себе. Знаете, какие-то указания давать. Нет, это нельзя ставить, а это... Нет. Режиссер до меня был сверхталантливый человек. Сверх. Ему надо вот так кланяться. Это Ефим Давыдович Табачников был. Высочайший уровень режиссуры Москвы. Он держал театр 9 лет. Вот ему давали команду. Нет, это вот не надо ставить, а это вот та-та-та и так далее. Я поставил один спектакль, который ставили все, потому что Олег Янковский, Царство Небесное, был очень мой хороший товарищ. И он играл «Синие кони на красной траве». Вы знаете эту пьесу, которую, значит, ставил тогда весь Союз, где он играл Ленина без грима. Не знаете это такое? Ой, какая вы молодая, это вам комплименты. Значит, он играл Ленина без грима. Это было новшество. Это был 85-й, где-то 87-й год, и я поставил такой спектакль «Синие кони на красной траве». А он назывался, у него было второе название «Революционный этюд». И вот там была женщина не очень, значит, высокого образования театрального, заведующая там чем-то начальником. И когда я этот спектакль выпустил, она сказала только одно: «Как это синие кони на красной траве? А где революционный этюд?» Я говорю, ну, в общем, у пьесы 2 названия, и они в афише написаны. «Синие кони на красной траве». Вот это было такое единственное ко мне вот притяжение власти. Я ощутил на себе, но я как-то не позволял переигрывать больше, чем это позволяет, потому что я сам вырос в деревне и сам жил трудно, и сам понимал, что есть какая-то страна, которая называется вот Владивосток, которая открыла мне маршруты моей жизни. Театр проехал все гастроли, все страны. От Америки до Японии, ну, я не буду перечислять. Потому что сегодня скажешь еще слово, и так, не дай бог. Да. Вот, поэтому нет. Нет. А поездка в Якутию. Ну, вы посмотрите, какую радость испытывает. Вот сейчас вы зайдете на... Ой, уже я задерживаю. И сейчас начинается генеральная репетиция без костюмов. Посмотрите ликование этих людей. Да посмотрите, как они с 7 утра мечутся по улицам, ищут, смотрят, знакомятся. Новый город, старый город. Потом мы выйдем куда-то и так далее, и так далее. Ну, Владивосток – это вот ваше место для жизни, которое вы нашли, да? Которое вы… Да, Владивосток нашел меня, и мы взаимно опрокинулись в жизнь. Ну, я недолго там живу все. Ну да, возраст не буду называть. Нет, но вы же еще депутат Краевого собрания. Да, я в этом году уже не депутат. Я в этом году вот сейчас буду баллотироваться в городскую думу. Не в краевую, а в… Да, а там я был тоже 15 лет, я пребывал там, ну, чего. Это очень помогало театру, вы знаете. Решать какие-то вопросы. Номер 1 – это бюджет.
когда ты там, и у тебя есть возможность влиять на бюджет, ты можешь предложить, а там, когда ты отдален от этого, то мы пропускаем эту достаточно серьезно. Мы зависимые, мы бюджетники. Ну и вы подписали меморандум с нашим русским драматическим театром академическим не Пушкина, где мы сейчас сидим, собственно говоря. Вот в двух словах, о чем там? А вы знаете, я и не читал. Я скажу вам, о чем там, не читая. Мы познакомились с театром, в который я увидел в прошлом году. На гастролях я увидел «Капитанскую дочку», и я увидел спектакли вашего репертуара. И мы так чуть-чуть огульно говорим, а что, давай, может, обменяемся, бля-ля-ля. И вот это вдруг ля-ля-ля приросло кровью и приросло желанием, и мы оказались у вас. Это были обменные уже гастроли. И тогда мы подумали с Александром, директором вашим, и я хочу сказать, и Андреем Владимировичем, это представитель правительства. А потом я оказался на празднике Якутии, вот сейчас в Владивостоке, 100-летию. И вот этот праздник, который, боже мой, я это увидел, чудо, чудо, кумыс. Я иногда балагурю, не обращайте внимания, это настроение мое просто жизненное. И мы подумали, что давайте мы задружимся, два театра, давайте мы будем делать обменные гастроли, давайте мы будем делать обмен артистами, артисты вашего театра в моем, мои в вашем театре. Мы подумали, что нужна вот такая перекличка и постоянное присутствие. Алло, Саш, как там? И вы знаете, мы это сделаем. Вот, и это записано все в этом меморандуме, который мы не сочиняли, не придумывали, а очень легко как-то обращали те или иные. Я верю, что мы сделаем постановку. Когда-то вышел с предложением достаточно человек, Борисов ваш, он размышлял о том, что, а может быть и не он. Я хотел бы тоже создать взаимно спектакль, русско-якутский спектакль, который бы был крепостью. Не Мединский только, о котором вы говорили, но вот здесь, может быть, и ваш автор, и мой автор. Вот это сегодня главное в этом меморандуме – создание целостного спектакля двух театров – русского Горького и якутского русского. Вы знаете, у меня остался последний вопрос, но вы, кажется, на него уже ответили. Да. Многие актеры и режиссеры на вопрос, какой спектакль вы считаете лучшим, отвечают тот, который еще не сыгран. Тот, который еще не сыгран? Да. Да нет, я думаю, что это честь и хвала, это их настроение. А о том, знаешь, был Дикий такой, великий артист и режиссер. Но вы это не знаете, это было еще давно. И он был очень большой, у него была огромная библиотека, огромная, лучшая в Москве, и он иногда выпивал. Ну и когда к нему зашли спустя там год или два, ни книги, ничего, пустота. И мы говорили, а где же книги? Он говорил, все прочитано. Это вот тот случай, когда я не мечтаю о новых спектаклях, я их просто делаю. Сейчас буду делать, наверное, меньше, потому что надо давать новую кровь артистам, новую кровь театру, для того, чтобы они знали, что существует многоопытность. И это есть главный опыт театра, в котором я служу. Отдавать, отдавать, приумножая. Спасибо вам большое. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.